Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшикшара. Сейчас коротко о темах в сегодняшнем выпуске. На одном из полигонов Минобороны прошли занятия оперативно-мобилизационного сбора с руководящим составом. В Симферополе состоялось заседание совместной комиссии по сотрудничеству между правительствами Крыма и Абхазии. Члены парламентского комитета по государственно-правовой политике предлагают приостановить действие закона до 1 июля 2027 года. С этим не согласны в кадастровой палате. Каролина Акопян, студентка из Абхазии, стала призером чемпионата профессионалов по направлению кулинарное дело. На одном из полигонов Минобороны прошли занятия оперативно-мобилизационного сбора с руководящим составом. Занятия прошли под руководством главнокомандующего вооруженных сил Бадры Гунба. Главнокомандующий вооруженными силами Республики Абхазия президент Бадра Гунба прибыл на один из полигонов Министерства обороны, где проходят занятия оперативно-мобилизационного сбора с руководящим составом. Товарищ главнокомандующий, с участниками сборов проводится практическое занятие по изучению вооружения военной техники и их боевому применению в бою. Начальник генерального штаба генерал-полковник Савченко. Здравия желаю. Мероприятие ознаменовало начало нового учебного года в вооруженных силах и стало первым этапом зимнего периода подготовки. В сборах участвуют главы районов, руководители министерств, ведомств и других центральных органов государственной власти. Учебный процесс был организован на 5 учебных точках, где участники отрабатывали навыки обращения с различными видами вооружения и военной техники. На учебных местах были продемонстрированы элементы работы с артиллерийскими системами, минометами, тяжелыми огневыми средствами, а также обучение управлению беспилотными летательными аппаратами и координации действий расчетов. Президент Бадра Гунба посетил каждую учебную точку, лично ознакомился с особенностями применения представленных образцов вооружения и техники, приняв участие в практических действиях на ряде учебных точек. Так, все, готово. Огонь! Выстрел! Вот здесь вот идет 4 тумблера, то есть позади вас. Это включается вся полностью система. Система стабилизации и система выстрела. Подводя итоги посещения полигона, Бадра Гунба отметил, что подобного рода мероприятия в вооруженных силах будут только наращиваться. По его словам, такие занятия имеют ключевое значение для повышения уровня подготовки руководящего состава, и руководство страны намерено уделять им особое внимание. Плановые учения Министерства обороны. Сегодня присутствуют коллеги, главы администрации, руководители министерств и ведомств, чтобы наладить взаимосвязь между оборонным ведомством и органами власти. Мы прекрасно все понимаем, что основа нашей армии, конечно же, в случае войны, это резервисты, это подразделения, которые сегодня проходят подготовку. Как вам известно, в этом году мы провели масштабные учения, в которых приняло большое количество резервистов. И именно такое боевое слаживание позволяет обеспечить обороноспособность нашего государства. Мы эту работу обязательно продолжим и усилим все необходимые взаимодействия между органами власти, Министерством обороны, резервными подразделениями, как приоритетное направление. В
В Симферополе состоялось заседание совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству между правительствами Крыма и Абхазии, на котором обсуждался план сотрудничества республик на 2025-2027 годы. В частности, принято решение организовать реверсную бизнес-комиссию из Абхазии в Крым, а также презентовать экономический и инвестиционный потенциал Абхазии на Ялтинском экономическом форуме. В области сельского хозяйства отмечена необходимость обмена опытом по выращиванию и переработке эфиромасличного сырья. Также стороны условились сформировать список абхазских компаний, заинтересованных во взаимодействии с представителями агропромышленного комплекса Крыма. Решено наладить поставки из Крыма товаров электроприборостроения, сварочного оборудования, косметики, продукции химпрома, а из Абхазии в Крым цитрусовых, безалкогольных напитков и воды. Также Крым планирует содействовать Абхазии в проведении презентации ее туристического потенциала на форуме «Турист-Экспо Крым» в Ялте и провести для руководителей абхазских туркомпаний информационно-ознакомительный тур по полуострову. 2500 лет насчитывает наше сотрудничество между Боспорским царством и Диоскурией. И тогда был обширнейший, по морю прежде всего осуществлялся торговый обмен. Так что мы не с сегодняшнего дня начинаем нашего сотрудничества, а продолжаем то, что делали наши предки на протяжении 2500 лет. Мы комплексно подходим к вопросу развития культурного, гуманитарного и туристического сотрудничества. У нас проходит масса мероприятий такой направленности: культура, туризм, образование. И, кстати, мероприятия, касающиеся экономической сферы, мы договорились о том, что будем активизировать участие обеих сторон в этих мероприятиях. Потенциал будем использовать во благо, прежде всего, наших людей, нашего населения. Мы в целом договорились о том, что будем усиливать свое взаимодействие по всем направлениям. Руководство наших республик в этом плане оказывает нам всецелую помощь и поддержку. И в рамках комиссии, в которой практически все представители ведомств и министерств и одного, и второго правительства представлены, это достаточно компетентный орган, который может принимать, рассматривать и принимать достаточно эффективные решения. Хотели бы, чтобы наша комиссия стала площадкой, на которой предприниматели Республики Крым, Республики Абхазия могли, встречаться, обсуждать меры взаимодействия, могли доходить до заключения конкретных сделок. Мы в этом им готовы во всем оказывать содействие. Поэтому всем, кто видит и слышит нас, хотел бы донести основную мысль. Правительство Республики Абхазия и правительство Республики Крым открыто для оказания содействия всем заинтересованным. Спасибо вам большое. Спасибо. До начала заседания глава Республики Крым Сергей Аксенов принял вице-премьера Абхазии Джансуха Нанба. Джансух Нанба возглавляет абхазскую часть комиссии. Сопредседателем комиссии от Республики Крым является заместитель председателя Совета министров Республики Крым, постоянный представитель Республики Крым при президенте Российской Федерации Георгий Мурадов. Приветствуя делегацию Абхазии, Сергей Аксенов поблагодарил президента Бадру-Гулба за позицию по отношению к Республике Крым. Хочу Джансуху Хадаровичу сказать спасибо большое за визит, во-первых, и передать привет президенту Республики Абхазия Бадре Зурабовичу с уважением за ту работу, за ту позицию, которую сегодня занимает по отношению к нашей стране, по отношению к республике. Спасибо большое. И мы готовы, на самом деле, наше сотрудничество расширять. Уверен, что есть направления, которые интересны и вам, и нам. Поэтому я хочу, заверить, что мы всегда настроены конструктивно. Благодарим тоже за то понимание и за ту поддержку, которую вы нам оказываете. Когда у нас блокады были, на самом деле мы опирались на тех, кто находится близко к нам, с кем удобно с точки зрения логистики, выстраивать такие отношения. Поэтому спасибо, мы всегда получали положительные рекомендации, положительные резолюции, на любое наше обращение. Поэтому с уважением спасибо большое. Спасибо. Сергей Иванович, если позволите, в первую очередь я хочу передать вам огромный теплый привет от Бадра Зурабовича, президента Республики Абхазия.
Он ценит вашу дружбу, он ценит вашу поддержку во всех начинаниях по различным направлениям. Со своей стороны хочу поблагодарить за очень теплый прием, за основы для взаимодействия у нас уже есть. Межправительственное соглашение по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству подписано. Есть, конечно, конкретные результаты, есть вопросы, над которыми мы еще будем дополнительно работать и актуализировать вопросы. Но в целом хотел бы тоже отметить, что для Республики Абхазия сотрудничество с Республикой Крым является достаточно приоритетным направлением. Для нас понятен народ Крыма, для нас близок дух, который на этой священной земле. Поэтому мы с огромным удовольствием будем сотрудничать, развивать наши отношения. Ну и я уверен, что наша деятельность, она будет обязательно взаимовыгодна и во благо наших народов. Спасибо большое. С братским уважением к абхазскому народу. Уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере возбуждены Следственным управлением МВД Абхазии в отношении 4 подозреваемых: Сусаны Гумба, Астанды Лазба, Феликса Цугба и Анны Калягиной. Согласно следственным материалам, обвиняемые обманом и злоупотреблением доверием завладели крупными суммами денег у 5 граждан России. Они осуществляли мошеннические действия через продажу и оформление земельных участков на территории Абхазии. Общий ущерб, по информации потерпевших, составил свыше 11 миллионов рублей. 4 декабря этого года Сусана Гумба была задержана. Следственные мероприятия продолжаются. Во время предварительного следствия будет дана правовая оценка действиям всех фигурантов дела. Споры вокруг закона о кадастре, вступившего в силу с 1 октября этого года, продолжаются в республике. А ведь именно этот закон призван решить проблемы с регистрацией имущественных прав во избежание судебных споров и незаконного отъема недвижимости. Члены парламентского комитета по государственно-правовой политике предлагают приостановить действие закона до 1 июля 2027 года. По их мнению, решение обусловлено выявленным комплексом обстоятельств, препятствующих своевременному и полному исполнению некоторых пунктов закона. С этим не согласны в кадастровой палате. Гугут Саварданя продолжит тему. Закон о кадастре недвижимости был принят парламентом Абхазии во втором и окончательном чтении в конце 2024 года. Вступил в силу 1 октября 2025. Цель закона – создание единой базы данных о земле и объектах недвижимости, обязательная регистрация всех сделок в госорганах и повышение прозрачности прав собственности. Реформа должна была решить проблемы с регистрацией имущественных прав, чтобы избежать судебных споров и незаконного отъема недвижимости. Но вначале возникли сложности. Очень тяжело пришлось вначале, потому как большой объем людей пришел, нетипичный. Кстати, я хочу вам сказать, что такое количество людей вообще не приходило в БТИ в обычном режиме. То есть их должно быть в 3 раза меньше. К нам было за 2 месяца обратилось 1100 человек. Обычно, да, получается. 1100 человек. Часть из них сказали, что они месяцами ждали в БТИ своей очереди. Кто-то начал процедуру в апреле, кто-то начал в июне, в июле. И они то же самое прошли, ту же систему ожидания в системе БТИ. И это вот ажиотаж, который сформировался вокруг вступления закона в силу, сформировал такое большое количество людей. Что касается мнения депутатов, они считают, что вот это большое количество людей, то, что мы быстро их не смогли обработать, это из-за того, что система не работает. Но это не так. В отличие, что делала БТИ и почему у нас так сложно? БТИ проводила просто переучет, либо выдача сведений из своего архива. Что делаем мы? Мы делаем полный переучет всех материалов. То, что все, что было в БТИ, мы должны сперва поставить на учет, зарегистрировать и потом уже предоставить человеку. Когда люди уже возвращались со сделок, около 40 или 50 сделок было совершено, они получали в течение того же дня или на следующий день материалы. То есть это не неделями длящийся процесс запроса материалов в БТИ, возвращения, потом обработка, осмысление того, что там написано, и проверка ваших данных. Это уже просто выдача готового результата. В 2022 завершено создание автоматизированной системы кадастра. Однако за 3 года подготовки и обсуждения закона данные устарели, подчеркнул Тимур Сангулия. Это еще одна причина, из-за которой возникли сложности в реализации принятого закона.
Мы в 2022 году произвели сканирование и оцифровку всего архива именно инвентарных дел БТИ. Оно у нас было в электронном виде. То есть это были электронные образы инвентарных дел. Далее в течение 3 лет мы занимались переносом уже сведений из инвентарных вот этих оцифрованных материалов в цифру. В прямом смысле этого слова эти цифры уже можно было поиском находить и обрабатывать. За эти 3 года, конечно, в некоторой степени наша информация устарела. И о самих учетных объектах, это о зданиях, то есть информация о том, характеристики, какого ширина, площади, высота этих зданий, наличие вообще этих зданий. И о правообладателях тоже, конечно, изменилось. 2 декабря на заседании парламентского комитета по государственно-правовой политике парламентарии предложили приостановить действие закона о кадастре недвижимости до 1 июля 2027 года. Закону пришлось очень нелегко, он перестраивался во множество раз с учетом замечаний всех министерств. Был в парламенте на рассмотрении целый год. И после этого еще претерпел некоторые изменения, и сейчас мы направляем, то есть мы развиваем закон по мере уже правоприменения. Какие особенности его реализации сегодня? Очень сложно получить материал некоторые от БТИ. То есть доступ к материалам некоторый период очень тяжело нам давался. Почему не предоставляют? Вначале это была скорее организационная проблема. Постановление Кабмина вышло немножко позже, чем мы ожидали, о передаче материалов, чтобы это было официально, чтобы это было максимально четко и подробно. После этого некоторые территориальные органы не захотели передавать нам доступ к материалам. Это вот Гудаутская БТИ, нужно отметить, что не получилось получить доступ к материалам. И мы не можем полноценно выполнять учетно-регистрационные действия в этом регионе. Это не касается сельских администраций, там, где похозяйственные книги присутствуют, либо решения и иные документы, которые появились в сентябре 2025 года. Такие документы нам позволяют без учета БТИ проводить учет и регистрацию недвижимости. Мы не делаем некоторые работы, которые присущи только местной администрации. Например, введение объекта в эксплуатацию. Это вот появился объект на территории одного района. Его вводит в эксплуатацию сам район, его органы. Экспертизу вот этого всего проводит орган. БТИ, как часть этого органа, должна предоставить свой пакет документов, чтобы они знали, как он устроен. Точно так же, когда появляется самострой, это тоже, по сути, сдавшее введение объекта в эксплуатацию. Либо законное перестроение своей собственности. Это тоже своего рода экспертиза. Своего рода, потому как эта процедура в архитектуре в рамках градостроительного кодекса проходит. И там частью является БТИ. То есть кадастровая палата не может заменить работу БТИ, не может. Получается? Нет. По словам Тимура Сангулия, в предлагаемой депутатами поправке отсутствует промежуточный период. Это означает, что в 2027 году кадастровой палате придется начинать работу заново. При этом на текущий момент кадастровая палата функционирует в штатном режиме. Как отмечает Тимур Сангулия, накопленный материал обеспечивает ее деятельность. С 1 октября по 5 декабря 2025 года общее количество заявлений составило 1159. 300 выписок передано заявителям на сделки в нотариальные конторы. 134 заявления – это различные обращения граждан и органов. 43 сделки вернулись на регистрацию прав. Еще 33 выписки готовы к выдаче, заявители еще их не забрали. Штат кадастровой палаты составляет 65 человек, в том числе 9 сотрудников БТИ. Требуется еще 10 специалистов. Это юристы и регистраторы. Гугу Савардания, Джамбул Чхапелия, Абхазское телевидение. Проведена модернизация электросетей в селе Аацы Гудаутского района, сообщает Минэнерго. Установлен новый трансформатор мощностью 100 киловатт. Произведен монтаж 50 современных опор. Проложено 2 километра новой линии напряжением 0,4 киловатта с проводом СИП-70. Проведенные работы обеспечат жителей села стабильным и качественным электроснабжением.
Рабочая встреча представителей общественных палат Краснодарского края и Республики Абхазия состоялась 3 декабря в Краснодаре. Стороны обсудили общие вызовы и форматы сотрудничества. Как отметила председатель Общественной палаты Кубани Любовь Попова, у общественных институтов России и Абхазии единые цели – работа на благо людей и укрепление добрососедских отношений. Как отметила член Общественной палаты Абхазии Фрида Лазба, народ Абхазии разделяет и поддерживает позиции России в борьбе за суверенитет. Фрида Лазба подчеркнула важность развития взаимодействия между общественными палатами двух стран для обмена лучшими практиками. По итогам встречи стороны определили практические шаги для дальнейшего взаимодействия. Решено активизировать обмен опытом по поддержке участников СВО и их семей, а также начать совместную работу над проектами в сфере молодежной политики и сохранения историко-культурного и духовного наследия. Народная артистка Абхазии, заслуженная артистка России, кавалер ордена Ахц Апша второй степени Алиса Гицба 5 декабря отмечает юбилей. Президент Абхазии Бадыр Гунба поздравил оперную диву с юбилеем. Ваш яркий талант, неиссякаемая сценическая энергия и глубокая преданность искусству уже много лет трогают сердца зрителей в Абхазии и далеко за ее пределами. Каждое ваше появление на сцене становится событием, наполненным искренностью, силой чувств и высочайшим мастерством, говорится в поздравлении. Глава государства подчеркнул, что Гицба гордится вся страна и народ. Он пожелал артистке крепкого здоровья, благополучия, душевного тепла и неизменного вдохновения. Неоценим вклад в развитие культуры Абхазии и России, который вы вносите своим великолепным творчеством. Абхазия гордится вами и с радостью следит за вашими успехами. Уверен, впереди у вас еще много побед, говорится в поздравительном адресе Министерства культуры. Абхазская поэтесса Илона Ампар стала лауреатом 3-й степени литературного конкурса «Наследие» в Москве. «Звезда наследия» является общественной наградой, которая вручается за вклад в развитие русской культуры и литературы. Знак представляет собой 8-лучевую звезду с фамильным гербом Романовых. Право ношения награды предоставляется номинантам премии, чьи произведения опубликованы в конкурсных альманахах и отмечены высоким жюри. Каролина Акопян, студентка из Абхазии, стала призером чемпионата «Профессионалы» по направлению «Кулинарное дело», который проходил в Санкт-Петербурге с 29 ноября по 4 декабря. Это первое участие представителей Абхазии в такого рода соревнованиях и сразу же успех. Об участии, возможностях и впечатлениях юной победительницы в материале Аэлиты Арутюнян. Первое участие в таком престижном конкурсе и сразу призовое место. Каролина Акопян, отправившись на такое масштабное мероприятие, приложила все силы, чтобы достичь результатов. А в этом ей помогала ее наставник и мастер производственного обучения Нелли Чачава. Каролина стала бронзовым призером в командном турнире. Соревнования проходили по 27 компетенциям: образование, сервис, производство и инженерные технологии. Каролина заняла призовое место в составе команды в направлении кондитерское дело. Ее любовь к нему, говорит студентка из Абхазии, это семейная. Я очень рада, что попала на чемпионат в Питере. Я узнала о чемпионате от преподавателей Питера, колледжа кулинарного мастерства. За время подготовки я научилась готовить различные кондитерские изделия. Очень нравится этот город Санкт-Петербург, я уже тут 2-й раз. Самым главным наставником это является мама, она мне всегда помогала, поддерживала. Также наставники из колледжа и на практике. Любимые кондитерские блюда это корзинки, тарты, торт. Нравится ей. По теории сложновато ей, но по практике она показывает хорошие результаты. И вот мы решили поучаствовать. Пока подготовили технологические карты, разработали тему, на какую тему будем подготавливаться. И работали вот таким образом. Ну, мы с самого начала не участвовали, потому что мы немножко поздно подали заявление. Мы участвуем в последнем. Ну, главное участие. Это опыт. Во-первых, всегда обмен опытом это очень много дает. Даже просто участие дает очень хорошие результаты, конечно.
И будем надеяться дальше участвовать тоже в других конкурсах тоже. Потом очень хорошая организация. Вы знаете, так организовано все, все. И инструменты, и инвентарь, продукты, полный восторг. Участие Каролины в соревнованиях стало возможным благодаря сотрудничеству Министерств просвещения России и Абхазии. Как отметила министр просвещения нашей страны Ханна Гунба, взаимодействие очень активное по всем направлениям. Одна участница от нашей страны сегодня вышла в финал и заняла призовое место. Мы очень надеемся на то, что это первая ласточка, и дальше мы эти горизонты будем обязательно расширять. Что это значит для Абхазии? Для Абхазии это большие возможности. Развитие среднепрофессионального образования – это одна из задач Министерства просвещения Республики Абхазия, которую мы намерены выполнять. Взаимодействие Министерства просвещения Республики Абхазия и Российской Федерации очень активное. Мы взаимодействуем практически по всем направлениям. По курсам повышения квалификации преподавателей среднепрофессиональных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений. Взаимодействие налажено на уровне школьников. Это обмен школьниками, обмен опытом, обмен историческими фактами, обмен уроками между учителями наших стран. И далее, также, как было мною сказано выше, мы намерены расширять эти взаимодействия. Представители Абхазии первый раз принимали участие в международном треке соревновательной программы наравне с командами Камеруна, Мексики, а к дискуссиям деловой программы впервые присоединились представители Монголии. Чемпионат профессионала уже третий год подряд проходит в Санкт-Петербурге. Министр образования республики уверена, что участие Каролины – это только начало, дальше больше. Шансы увидеть больше представителей от нашей страны велики, потому что анонсировали сегодняшнее событие средства массовой информации нашей страны. Между молодежью есть взаимосвязи. Многие студенты среднеспециальных образовательных учреждений услышали, узнали о том, что на такой площадке открываются новые возможности для реализации профессионального роста. Поэтому у нас есть большая надежда на то, что участие Абхазии в следующем году и в последующие годы будет расширяться. Мероприятие было организовано Министерством просвещения России при поддержке правительства России. Основным организатором выступил Российский институт развития профессионального образования. Аэлита Арутюнян, Абхазское телевидение. 8-я универсальная спортивная площадка на территории города Сухум открылась на улице Эшба, 173. На открытии присутствовали мэр столицы Тимур Агрба и председатель Совета Краснодарского регионального отделения движения «Россия молодая» Роман Марченко. Это уже 12-я спортивная многофункциональная площадка и часть благотворительной программы, которая реализуется Российской Федерацией с помощью Краснодарского отделения движения «Россия молодая». Мы открываем уже последний объект в рамках этой большой благотворительной программы, которая реализуется со стороны Российской Федерации для Республики Абхазия. Это 17-й по счету объект, то есть было построено всего 12 многофункциональных спортивных комплексов и 5 детских площадок. Всего в рамках программы мы также обеспечивали развитие технической инфраструктуры для Министерства здравоохранения, для Министерства просвещения. Этот объект у нас уже по знакомому всем жителям Абхазии стандарту произведен. Везде, конечно, немножко может быть разная конфигурация, но принцип один и тот же. Это примерно 1100 квадратных метров площадь этого объекта. Он позволяет играть в разные спортивные игры. Это и футбол, это и баскетбол, стритбол, волейбол и заниматься на современных тренажерах в воркаут-зоне. Дополнительно мы сделали благоустройство этих зон, сделали отмостку, провели осветительные приборы и также разместили лавочки с урнами, чтобы здесь было максимально комфортно проводить время. Касательно развития инфраструктурных объектов, на данный момент, на этот год, все, что запланировали, мы выполнили. Если будут задачи такие стоять перед нашей организацией на следующий год, то, безусловно, уверен, что мы успешно справимся с этим. Большое спасибо, Роман Сергеевич, правильно вы подметили. Намечали мы это дело тоже вместе, начинали 8 универсальных спортивных площадок на территории города Сухум. Это существенный вклад
в развитии спорта, в развитии молодежи города. 5 на территории общеобразовательных школ и 3 на территориях общего пользования. Спросом они пользуются, детишки играют, и не только детишки, но и старшее поколение пользуются, в том числе тренажерами спортивными, воркаут-площадками. И хочу выразить от себя лично и от всех горожан большую вам благодарность за проделанную работу. Проделана она, на мой взгляд, очень качественно и добросовестно. Еще раз хочу поблагодарить вас и вот такое благодарственное письмо от администрации города. Спасибо. Я хочу вам... Спасибо. Спасибо. Команда ФНЛ победила в товарищеском матче с Медиалигой. На Сухумском стадионе «Динамо» прошла встреча между сборными футбольной национальной лиги и Медиалиги. На матче присутствовал президент Бадрагунба. Игру также посмотрели вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Дылба, спикер парламента Лаша Ашуба, руководитель администрации президента Беслан Эшба, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, глава администрации Сухума Тимур Агарба, члены правительства. Матч открылся гимном Абхазии, который исполнила Саида Агарба. Настроение болельщикам поднимали выступления абхазских музыкантов диджей Шири, Темо и Энрика Буава. Сегодня я играю за команду сборной Медиалиги. Буду играть во втором тайме, так запланировано. Ждем хорошей, отличной игры и, надеюсь, порадуем нашу местную публику, наш народ. А насколько ты готов и как ты настроен вообще к игре? Настроен я просто сумасшедший, у меня настрой, потому что это впервые в моей карьере, когда я играю дома, при родных трибунах, эмоции переполняют на самом деле. Ну и обстановка тоже, да, поддерживает? Да, все друзья, родственники, вся Абхазия здесь. Мы очень надеемся достойно выступить, порадовать всех. Я болею за команду Медиалиги. Обстановка очень нравится, потому что такие мероприятия, они сплачивают наш народ, и молодежь больше увлечена спортом. Поэтому я только рад ходить на такие мероприятия. Да я и сам люблю футбол, постоянно играю в него. Совещание оперативного штаба по борьбе с незаконным присоединением к электросетям прошло в администрации Сухума. С июля зафиксировано 356 нарушений, изъято 79 единиц майнинг-машин, сообщил председатель оперштаба замглавы администрации Инал Авицба. Он поручил усилить работу по выявлению аппаратов по добыче криптовалюты в подвалах и чердаках многоквартирных домов, а также в заброшенных нежилых домовладениях на территории управ. Напоминаем, что граждане могут сообщить об адресах, где установлены майнинг-аппараты, по телефону горячей линии МВД 920 20 95. Автобусное движение по маршруту Рынок-Новый район 6 декабря будет ограничено. Как сообщает пресс-служба столичной администрации, в связи с ремонтными работами на улице Лагвилава автобусы не будут заезжать на второй круг Нового района, а именно в сторону улиц Василия Лакоба и Чалмаз. В завершении выпуска расскажем о погоде. В Абхазии в субботу без осадков, в воскресенье местами возможен дождь, гроза. Температура воздуха ночью 1-6, днем 12-17 градусов тепла. Температура морской воды плюс 14 градусов. На этом информационный выпуск Амчуршара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.